Первозданная природа, которая открывается взору в ущельях Абхазии, носит научный термин «колхидский рефугиум». Это древнее природное убежище возникло более 3 миллионов лет назад. Когда большую часть континента сковывали ледники, здесь, между суровыми горами и теплым Черным морем, сохранился уникальный оазис жизни. И сегодня более 90% местных растений помнят Землю еще до ледникового периода. Псху-Гумистинский заповедник располагается в самом центре страны и включает в себя бассейн реки Гумиста, верховье реки Бзыбь, где мы сейчас и находимся, и левый берег устья реки Кодор. Его общая площадь примерно 41 тысяча гектаров. Здесь сохранились растения еще со времен самых неблагоприятных исторических эпох, до ледникового периода. Сегодня ученые предлагают амбициозный проект – пересмотреть границы и включить в состав заповедника альпийские луга главного Кавказского хребта. Это позволит сомкнуть охраняемые земли с Рицинским и Кодорским парками, а также с крупными заповедниками по ту сторону гор. Получится непрерывный трансграничный мост для миграции диких животных. Верхняя граница заповедника проходит по верхней границе леса. То есть заповедник не охватывает альпийскую зону главного Кавказского хребта. Это все же достаточно важная с экологической точки зрения зона, в которой высокотравье, биологическое разнообразие, редкие исчезающие виды. И важным моментом здесь является, конечно, необходимость такого контакта с заповедными территориями, которые находятся по ту сторону главного Кавказского хребта. Чтобы увидеть Псхинский участок заповедника, нужно преодолеть высокогорный перевал Доу, рубеж, который веками охранял эту землю от внешнего мира. С высоты птичьего полета открывается невероятное зрелище. Огромная, утопающая в зелени чаша между Бзыбским и главным Кавказским хребтами. Это и есть Псху. Как говорят исследователи, на месте села миллионы лет назад было озеро, но вода, капля за каплей, столетие за столетием, пробивала себе дорогу сквозь известняковые породы. В какой-то момент горы поддались напору воды, озеро утекло, дно обнажилось и стало долиной Псху. Ну а само, собственно, Псху, как оно образовалось? Было там в свое время озеро. То есть вот то, что сейчас каньоны, да, Бзыби, пропилила она, это была скала, которая не пускала это озеро вниз. И, соответственно, Псху это ровно, это просто отложение озера, поэтому там так ровно и хорошо, и плодородно. Вот. Потом что произошло? Размыло все, вода спустилась, сейчас там озера нет, но зато есть аэродром, да, Псху. Отсюда сверху отчетливо видно, как границы древних заповедных лесов буквально заходят в деревенские огороды, демонстрируя редкий, почти забытый пример абсолютной гармонии человека и дикой природы. Кажется, что здесь царит вечный покой, но история этих труднодоступных мест полна драматических, а порой и по-настоящему трагических поворотов. По данным этнографов, на этих землях в древности жили абхазы-абазины. Но насильственным образом их выселили. Затем здесь поселились ссыльные, беглые новофонские монахи, солдаты Белой гвардии. Во время Великой Отечественной войны в этих местах шли бои, и до сих пор на заповедных землях находят остатки бронетехники и снарядов. Более-менее подробные источники о Псху начинают встречаться вот с XIX века. И из этого периода мы знаем, что Псху – это такая обширная территория, состоявшая примерно из более 10 различных селений по обе стороны реки Бзыбь. И население составляло порядка 300 дворов. Там жили псхувцы, это один из субэтносов абхазского народа. Это были такие воинственные, вольнолюбивые горцы со своей такой культурой, со своими взглядами на жизнь. И вот их вольнолюбивость, конечно, сыграла большую роль вот в их дальнейшей судьбе. Достаточно сказать, что во времена Кавказской войны, например, Российская империя 4 раза фактически направляла военные отряды для покорения этих горцев. Но все они приводили ко временному такому эффекту. В первой половине 1860-х годов, когда соседние псховцам племена уже были покорены, участь их тоже была фактически предрешена. Тогда вот с двух сторон вошли войска в эту территорию,
и все местное население было депортировано, их жилища были сожжены. И вот спустив их на побережье, на Гудаутское побережье, их посадили на корабли, к сожалению, вот таким вот образом такая многовековая история этого общества, она была прервана. В последующем были попытки освоить эту территорию, но местная администрация пыталась заселить ее колонистами, сперва это были греки, потом русские, но, конечно же, освоить ее в прежнем масштабе уже ни у кого не получилось, и даже в настоящее время мы видим, что население сегодняшнего Псхо более чем в 10 раз меньше, чем вот население до махаджирского периода. В XIX веке, мы говорим сейчас только про этот период, который изучен источниками, Псхо было таким связующим звеном между абхазами, абазинами и другими западно-кавказскими горцами. И в этом месте, в долине Псхо, было святилище, которое было одинаково почитаемо как абхазами, так и, например, абазинами. И это святилище и по сей день известно, и там и по сей день местные, многие абхазские фамилии возносят свои молитвы. У этого святилища есть свой жрец, и это место сильно почитается. И об этом, кстати, говорили многие современники, которые попадали в Псхо в XIX веке. Для большой науки эти бескрайние просторы до сих пор остаются неразгаданной загадкой. Здесь сохранились именно леса в нетронутом состоянии, которые не испытывали антропогенного воздействия. По монографии «Заповедники Кавказа» дается цифра чуть больше 400 видов. Это недостаточная изученность. Все, что было сделано Колоковским и его последователями, Зурабом Иосифовичем Мадзенбо, Савелием Михайловичем Читанава, сегодня этого уже недостаточно. Нужно проводить комплексные исследования, и это связано, конечно, с выездом на территорию. Местным жителям удается вести свое хозяйство синхронно с ритмами дикой природы. Заповедник в эту сторону у нас идет, на восток от села. И вот эти вот горы по хребту, как раз по Белой, это главнокавказский хребет это уже. И вот по хребту пошел туда аж до Сванети заповедник. Та сторона, это лесхозная территория считается. 2 километра к заповеднику не разрешается ничего там и не рыбачить. У вас речка возле дома течет, как там мне в рыбу не поймать? Местное население на удочку ловит, все равно это без этого как. И в советское время даже, когда был заповедник, тоже ловили. На удочку так не уничтожишь. Конечно, если которые злостные каждый день там это. Самое главное, вот сейчас икра мьет, когда сейчас она икру метает, как раз форель. Вот в родники заходит, в это время смотреть надо, чтобы меньше кто. Сами население уже понимает, Жизнь здесь подчинена вековым традициям. Люди берут от этой земли ровно столько, сколько необходимо для выживания, бережно сохраняя ландшафт. Всего в Псхо-Гумистинском заповеднике произрастает 470 видов растений. 25 из них относятся к редким. А самые распространенные – это каштан, бук, пихта Нормана. Вырубка их запрещена. Но в селе Псху люди нуждаются в дровах и строительном материале. Поэтому те деревья, которые падают, разрешено брать для того, чтобы топить печи. Псху – это обитель рекордов и аномалий, поражающая ученых-ботаников масштабами и разнообразием форм. Например, буки, которые взмывают вверх на 50 метров, дуб Гарвиса с идеально цилиндрическим стволом или клен Траутветера, превратившийся в карликовый кустарник высотой всего в 1,5 метра в экстремальных условиях высокогорья. Мы здесь, в ущельях, обнаружили 4 дерева самшита, самые крупные в мире экземпляры. 42 сантиметра в диаметре, высотой 18-20 метров. Таких размеров самшита в Абхазии, в Колхиде нигде нет. Самшита, как и у наш самшит колхидский, реликтовый, он является самым крупным среди видов самшитов. Их много, около 25-30, если не ошибаюсь, видов в мире. Но наш самшит является таким ценным, мы обнаружили. Мало кто знает, что всей этой первозданной красоты Псху сегодня могло бы и не быть. В 70-х годах прошлого века советские леспромхозы едва не превратили реликтовые леса в стройматериал. В республике развернулась настоящая кулуарная война за спасение этих мест.
В 1975-74 годах туда пришла лесная промышленность. То есть они закончили весь свой объем лесозаготовки у нас в Абхазии и зашли на Псху. Мы начали в полном смысле этого слова кричать, что нельзя туда заходить. Почему? На Псху сохранились первобытные леса, буковые леса, самые высокопроизводительные во всем мире. Так когда они начали туда заходить, мы шум подняли. В 1988 год они уже начали там рубку, разрушительные рубки, как они везде всюду рубили. Работал я тогда в Обнилосе, который входил в систему Института горного лесоводства, который возглавлял великий ученый академик Гулисашвили. Я обратился к нему помочь спасти. Он быстро сказал, чтобы я организовал территорию, охарактеризовал, и оконтурил, и определил площади, где можно, где необходимо. Быстро, в течение полгода, этот вопрос я составил, предложил. Предложение представил академику. Академик от имени Института горного лесоводства предложил правительству. Слушаться не могли академика и поручили это правительству Грузии. Правительство, естественно, поручили Министерству лесного хозяйства Грузии. Там, где работала мафия, лесная мафия по всей Грузии. Разрушительные рубки у нас в лесах Грузии, не только здесь, в Абхазии, но и у них то же самое. Потому что леспромхоз господствовал здесь во всем. В то время ведомства в Тбилиси пытались провернуть циничную схему. Они сохраняли общую площадь заповедных земель на бумаге, но тайно меняли номера лесных кварталов. Ценнейшие реликтовые массивы выводились под вырубку, а взамен под охрану вписывались голые скалы. Абхазские ученые вовремя вскрыли этот подлог и буквально пошли на штурм чиновничьих кабинетов. Я узнаю об этой подмене, срочно вылетаю в Тбилиси и захожу, когда идет совещание, как он называется, прямо в Министерство лесного хозяйства. Тут явился с неба земли, меня не хотели пропустить, но сильно прорвался и говорю. А там был, так сказать, совещание шло. Мы эту проблему решили. Я говорю, вы не решили эту проблему. Представитель был там из Госплана Советского Союза. И он так строго посмотрел на меня, в чем дело и так далее. Почему такой молодой человек так очень резко выступает, и сделал перерыв и подошел. Вы очень эмоционально, говорит, вам бы стоило более спокойно нам изложить все это самое, говорит, и так далее, и так далее. Я ему изложил суть вопроса. Мы постараемся, говорит, но они ничего не сделали. Я выхожу оттуда и звоню председателю Верховного Совета Грузинской ССР. Говорю, если меня не примет Павел Григорьевич, в течение полчаса, говорю, Грузия опозорится на весь мир. Вот одним словом, вот так говорю. Через 5 минут, значит, идет информация, за мной прислали, подняли меня к нему. Захожу, но я вижу напряжение. Во-первых, молодого опыта нет, с чиновниками разговаривать, но заднего хода нет, у меня другого варианта нет. И говорю ему, Павел Григорьевич, вот так, вот так и вот так. Мы сделали все. Это было поручение академика Гулисашвили. Мы выполнили все. Представили правительству. Они обманули, поменяли квартала. И вот такой вот сейчас преподносят нам, как будто они заповедник создают. Он ничего не сказал, поднимает трубку и звонит. Был тогда первым секретарем, если я не ошибаюсь, ЦК Компартии Грузии Патаридзе. И вот так они решили вопрос. Если бы туда не было, так именно те кварталы, которые мы хотели, хотя они туда уже леспромхоз вошел, но все равно сумели отстоять эту площадь. То, что ученые отвоевали в кабинетах полвека назад, сегодня на месте ежедневно защищают инспекторы охраны. Псхинский участок – это труднодоступная зона. Большую часть года добраться сюда можно только по воздуху. Поэтому охрана этих рубежей держится на людях, для которых этот лес давно стал родным домом. У нас здесь находятся 4 егеря и еще 2 там. Потому что у нас Псхугумистинский заповедник, территория Цимур, вот там, где это тоже относится к нашему заповеднику Псхугумистинскому. Отсутствие шума и жесткий охранный режим создали здесь уникальные условия для диких обитателей.
Нет того фактора беспокойства, который существует в других заповедниках и нацпарках. И поэтому здесь много, до 40 видов млекопитающих, из них 14 редких видов. Это кавказский благородный олень, тур, косуля, рысь. Если у нас единичная рысь встречается, то в Схугумистинском она довольно-таки достаточно часто встречается. Дикий кот. И обычные виды – это наиболее часто встречаемые бурый медведь, волк, шакал, лисица и более мелкие виды. Эта горная котловина исторически являлась резерватом уникальной аборигенной расы серых горных кавказских пчел. Ее главная особенность – самый длинный в мире хоботок. В 1907 году на Всемирной выставке в Париже абхазская пчела завоевала гран-при. Сегодня горный псхинский мед – эталон качества, но сама чистокровная раса находится под угрозой из-за бесконтрольного ввоза обыкновенной европейской пчелы. Если бы мы могли сохранить эту пчелу сегодня в чистом виде, государство наше имело огромные деньги на валюту, мы продавали бы так расплод этой пчелы. И вообще цены им не было, да и само по себе, как природное явление, как биологическое явление, это было бы ценно это лицо бы нашей Абхазии и так далее. Не сохранилась такая пчела? Говорят, есть такие чистые, но у нас завезли там обычная европейская пчела, она поменьше, серого такого цвета. Они могут там скреститься и так далее, чистой популяции может и не быть. Но этим надо заниматься. Мы переносимся во вторую часть заповедника – Гумистинскую, расположенную в верховьях реки Восточная Гумиста. Здесь среди диких ущелий расположилось инженерное сооружение Сухум-ГЭС. Возведенная в середине 20 века, эта гидроэлектростанция считается настоящим чудом инженерной мысли. Уникальность этого объекта как инженерного сооружения, оно до сих пор вызывает только восторг, потому что оно было спроектировано в высшей степени экологично. Здесь нет огромной бетонной плотины, которая намертво перекрывает русло. Станция работает гораздо изящнее. Она аккуратно берет у реки часть воды и направляет ее в подземный тоннель, пробитый в скалах. А дальше все делает сама природа. Вода падает с головокружительной высоты в 600 метров. Этот мощнейший поток и крутит генераторы, давая свет. Но вся эта сложная система полностью зависит от экологии. Она способна жить только в абсолютной гармонии с диким лесом. Строительство гидроузла не только здесь, еще и выше планировался. Могли были ниже найти. Все определялось по необходимым затратам, по инженерно-геологическим возможностям, улучшения дороги и так далее. Много составляющих здесь было, которые повлияло на найти оптимальное решение именно в этом месте построить гидротехническое сооружение, так называемую плотину. Благодаря жесткому контролю эти места стали идеальной и безопасной площадкой для амбициозных экологических программ. Благородные олени. Эти животные всегда обитали в лесах Абхазии. Но из-за того, что их поголовье сократилось, в частности, из-за того, что на них активно охотились, их стало гораздо меньше, чем было. На Сухум-ГЭС и в Схугум-Гумистинском заповеднике намерены увеличить их поголовье в дикой природе. Но для этого нужно вырастить стадо сначала в неволе. 3 года эти красивые животные росли и размножались вот в этом вольере. Было намерение их выпустить в этом году, но из-за того, что вожак стаи трагически погиб, всем остальным придется немножечко задержаться в неволе. Питомник благородных оленей не случайно вырос на охраняемой территории Сухум-ГЭС. Заниматься спасением экосистемы – это личная инициатива руководства станции. Директор предприятия Резу Зантари объединил усилия энергетиков и ученых, чтобы доказать, крупное промышленное производство может не разрушать, а кропотливо восстанавливать природу. На протяжении, наверное, уже 2-3 лет все это систематизировано, и не видно такого количества охотников и рыбаков, которые с целью браконьерства сюда бы заходили бы в сам Гумистинский заповедник. Более того, по итогам общения с Ромой Двар было определено, что на этой территории ареалом обитания было для благородных оленей, которых сегодня в настоящее время практически нету. И мы тогда в виде эксперимента приняли решение завести их с Кавказского заповедника, несколько особей оленей, для того, чтобы выпустить их в живую природу.
И нам это удалось сделать. Мы смогли в прошлом году выпустить в природу, в дикую природу уже оплодотворенных маток и одного самца, выпустить в природу 3 штук. И в результате которых мы видим их здесь, они ходят, гуляют, и хорошо адаптировались, растут хорошо. И это вот наш результат, который проявление к природе, такое уважительное, доброе отношение. Ну, начали с 4 особей. Вот на сегодня их уже 12, правда, есть, которые там умерли. И, ну, и ждем хорошее пополнение уже в этом году, короче. И все в таком состоянии, что должны дать хорошее потомство. Возвращение лесного великана зубра, истребленного на Кавказе более века назад, станет следующим грандиозным этапом возрождения дикой природы в заповеднике. Реинтродукция зубра из Кавказского биосферного заповедника – это очень трудная задача. То есть это почти тонну весом животное, но надо поймать в дикой природе, значит, перевести его с Адыгеи в Абхазию и здесь разместить, кормить, ухаживать, лечить, создав режим, значит, который будет включать в себя и зоотехнические, и ветеринарные мероприятия, и охранные мероприятия, а через некоторое время дать возможность ему, значит, расселиться в наших лесах. Это, конечно, амбициознейшая задача, но все, кто участвует в этой задаче, они, конечно же, останутся в истории как люди, которые сделали нечто большое. В реках Чхат, Цмур и Восточная Гумиста веками живет аборигенная ручьевая форель. Но кроме нее эти артерии – места нереста для краснокнижного черноморского лосося. Чтобы технический объект не преграждал рыбе путь, сотрудники Сухумгэс регулярно останавливают работу оборудования и открывают шлюзы. У нас тут шандор и затвор, мы поднимаем, в неделю раз мы поднимаем до конца, сбрасываем в воду. Так что тут проход открывается 2-3 дня. Это практически неделю раз или 10 дней раз. Так что препятствовать для передвижения лососей, та, которая пришла в Восточную Гумисту, я думаю, никаких привязки здесь нет. Но верховья Восточной Гумисты неохотно пускают к себе человека. Ее 11-километровый приток река Чха образует экстремально узкое ущелье, которое прозвали Бермудским треугольником за то, что в его непроходимых зарослях легко потерять ориентацию и силы. Настолько ущелье узкое и густое, заросшее нашим колхидским вечно-зеленым подлеском. Это рододендрон понтийский, это иглица колхидская, это лианы, переплетены настолько, что ужасно страшно. Но оно притягивает, хочется идти, но потом становится все страшнее, страшнее, захватывают эти кустарники, выбраться невозможно, назад идти сложно, и так погибали там люди. В труднодоступных местах заповедника можно встретить настоящих лесных исполинов, скрытых от человеческих глаз. Но чтобы прикоснуться к вековой истории, не обязательно снаряжать сложную экспедицию. Дерево-долгожитель ждет путников прямо у автомобильной дороги на Гумистинском участке заповедника. Одна из достопримечательностей Псху-Гумистинского заповедника – вот эта липа. Ей более 300 лет. Диаметр ее ствола – более 3,5 метров. По словам ученых, это не только самая большая липа в Абхазии, но и на всем Кавказе. Липы в Абхазии чувствуют себя прекрасно, но каштан в заповеднике находится на грани вымирания. Его очень много здесь. И, как и везде, он болеет. Пока, в принципе, еще не найдено то средство, как его лечить и так далее. Но, может, как-то вдруг наши ученые что-то придумают, такое именно по всем мире уже пойдет, чтобы его лечили. Надо как-то задуматься о нем и вложиться, наверное, в какую-то систему разработать на маленьком участке, хотя бы попробовать что-то. Причина болезни деревьев – крифонектрия паразитическая или каштановый рак. Этот коварный азиатский грибок проникает через малейшие трещины в коре, выделяет смертоносные токсины и буквально перекрывает сосудистую систему дерева. Каштан усыхает постепенно. Сначала отмирают верхние ветви, кора покрывается язвами и трещинами, а через несколько лет дерево гибнет. Ситуацию усугубляет то, что каштан уже был ослаблен хищническими промышленными вырубками прошлых веков. Заповедный статус защищает деревья от топора, но не может защитить от невидимого микроскопического убийцы.
Частично идет самовосстановление. Институт экологии, они изучали вот это действие крифонектрии, выделение штаммов для борьбы с этим видом заболевания. Чтобы спасти каштановый генофонд, Абхазии лесоводы разработали 3 главные стратегические линии, где фундаментальная наука сочетается с высокими технологиями. В природе так не бывает, чтобы все сразу погибало. Где-то растение сохраняет за собой какие-то резервы. И в результате можем мы найти в природе, которые не болеют этой болезнью. И так и случилось. У нас сейчас в Обнилосе, вот благодаря Виталию Лейба, там произрастает, по-моему, 3 или 4 дерева, которые не болеют вокруг. Все болеют, а эти 3-4 деревья не болеют. Устойчивы против этой болезни. Собирай семена, размножай и дальше работай. Я им предложил другой еще вариант. Каштан начинает болеть обычно после 40-50 лет. Потом уже и урожая нет, и смысл держать такого каштана, как его, до корню нет. Мы предложили такой вариант – создавать лесные культуры из примерно селекционно отобранных, может быть, они устойчивы, неустойчивы, неважно, но из ценных таких растений, выращивать, содержать их до 40 лет. Они начинают в 10-15 лет уже плодоносить. В течение 20 лет то, что они дадут, они окупят в 2-3 раза больше. Потом это срубить за подлицо, древесину использовать для целей различных и посадить, создавать новые культуры. И так другого варианта нет. И третий вариант – семена надо сохранить на хранение на 100 лет. У нас такие есть возможности технические. И потом уже после, может быть, пройдет эта болезнь, и после вернуться и создавать уже чистые культуры и дальше и так далее. И так далее. Из-за завезенного вредителя самшитовой огневки вековые самшитовые леса Абхазии практически полностью погибли за считанные месяцы. Бабочка-огневка, уроженка Юго-Восточной Азии, поселившись в Абхазии, стала уничтожать самшит. Реликтовый вид растений, известный в Абхазии с незапамятных времен. Высохшие стволы и ветки, окутанные паутиной, стоят вместо густой тенистой рощи. Пострадала и скурчинская часть заповедника в устье Кодора, где рос уникальный равнинный самшит прямо у моря. Самшита уже там нет. Мы там обнаружили тис ягодный, диаметра больше 2 метров, пень, который сохранился до наших времен. Возможно, его вырубили недавно или, может, в прошлом, неизвестно, но, во всяком случае, тис. Дальше мы обнаружили тисовые заросли вокруг него, где-то там, может быть, это корневые отпрыски, может, семенами их произошли, но там тис произрастает. И сегодня тоже. Это тоже очень ценное. Но 2-метровый диаметр на пне – это немалый показатель. Девственные леса Псху и Гумисты выполняют колоссальную, незаметную для обывателя работу. Они удерживают горную почву от разрушения, формируют мягкий субтропический климат и сохраняют пресную воду. Именно благодаря этим нетронутым массивам Абхазия занимает 1-е место в мире по запасам чистейшей питьевой воды на душу населения. Субтропический климат мы имеем благодаря этих лесов. У нас полноводные реки или чистая, хорошая вода благодаря этих лесов. Вы представляете, если не будут эти леса, у нас не будут чистой питьевой воды. Сегодня мы занимаем 1-е место в мире по количеству декалитров на душу населения чистой воды. К нам приезжали из арабских стран, приезжали иностранцы, приезжали из России и так далее, проверяли качество этой воды. Лучше нет. Вот кодорская вода вообще, цены им нет. Поэтому сохранение этой воды – это не только просто как жизнь для существования, это экономика, наше будущее. Заповедные массивы работают как гигантский природный фильтр и регулятор. Густые кроны и нетронутая лесная подстилка задерживают тонны дождевой воды во время паводков, спасая прибрежные города от разрушительных наводнений, а в засушливые месяцы постепенно отдают эту влагу рекам. От здоровья этих высокогорных ущелий напрямую зависит стабильная работа Сухумгэс, бесперебойное водоснабжение столицы и даже микроклимат песчаных пляжей. В условиях глобальных изменений климата именно эти закрытые территории остаются главным стабилизатором всей экосистемы республики. Сохранить их в первозданном виде – это не абстрактный лозунг, а вполне конкретная задача выживания и, главная, инвестиция в будущее Земли.